А, вот, кстати, да, кто-то... А, нет, это Астрахань. А это у нас, наверное, да? Это у нас. Давай. Наше место есть людей, человек, который... Ты хочешь уже это субботу? Почему ты можешь это субботу? Потому что я очень да. Ну вот чисто можно для сумки. Нет, у нас слишком много поэтому для сумки, наверное. Конечно, просто девушка сама. А я тогда тоже забыла. Какую тему? Идут. Проходите, пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Аня, Да. очень рада. Дарья. А я тебя там короче, девчонки, они у нас там это Аня. Это женщина, которая делает Так что много людей собралось, а? Ну, зарегистрировал 52 человек, даже поместится или нет. Женщина, но Там во второй ряд садится. Да, вы можете размещаться, но тем стараемся, чтобы это место появилось. вот я вас очень рада. Там много еще народу? Я ждала встречи с вами. Да, чтобы Другой вес? Да. Ну, вот она камера здесь, а вот это еще это не Здесь нет? Я сейчас на самом деле, а потом я... Молодец. Хорошо. Буду держать себя в руках. Да? Богдан, прошу тебя. Ева, директор проекта ЖЖ. Нет, а свободные суммы есть. Да? Коллеги, есть предложение? Есть предложение на часть? Меня слышно хорошо? Вообще нет. Микрофон включи, наверное. Слышно меня? Вот так слышно хорошо? Да, я его Добрый вечер, уважаемые коллеги. Компания Ростелеком в очередной раз рада приветствовать блогеров города Ижевска. С большей частью из вас мы уже знакомы. С кем-то знакомимся сегодня впервые. Вот, ну и встречаемся мы сегодня в очередной раз не просто так, а по случаю. И случай этот приезд в Ижевск директора проекта школы ЖЖ Дарьи Караполовой. Просим приветствовать. Сегодняшнее наше мероприятие проходит не только за этим круглым столом, мы его транслируем онлайн на сайте компании Ростелеком. Я думаю, что вы легко сможете найти в Твиттере и в других аккаунтах, да, в других блог-платформах эту трансляцию по поиску в том числе. Так что нас с вами сегодня слышит и видит практически любой желающий, у кого есть интернет, и кто немножко понимает по-русски. Вместе с Дашей за одним столом справа от нее находится
посол живого журнала в Ижевске Марат Кабанов. У нас слева Адарин, представитель компании Ростелеком, директор городского телекоммуникационного узла города Ижевска Богдан Хаба. Кратко скажу о регламенте нашего сегодняшнего мероприятия, и мы приступим. Сначала на правах хозяина, принимающей стороны, Богдан скажет пару слов для вас, да, приветственных. Затем мы, наверное, предоставим слово Марату Кабанову, послу живого журнала в Ижевске. И затем Даша возьмет бразды правления мероприятием в свои руки и расскажет все, что сегодня известно про его живой журнал, и может быть даже побольше. Вот, если у кого нет других предложений, можем придерживаться этого регламента. Да, желающие высказываться, пожалуйста, это могут сделать. На столах стоят микрофоны. Нажимаете кнопку, загорается красная лампочка, и можно говорить. И вас услышат не только в этой аудитории, но и в любом уголке мира. Итак, Богдан, пожалуйста, приветственное слово от компании Ростелеком. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги, друзья, кого нельзя причислить к стилистам, но тем не менее все мы сейчас собрались ради одной цели — познакомиться, знать больше друг о друге, о том, кто что в сети делает и как это делать лучше. Вот мне очень приятно, что аудитория наша раз от раза по каждой встрече растет, прибавляются новые люди, в то же время и старые знакомые посещают наши мероприятия, что радует, значит, мероприятие интересно и пользуется популярностью. Вот. Добро пожаловать, и надеюсь, это будет для вас всех полезным. Пожалуйста. Спасибо, Богдан. Слово Марату Кабанову. Да, коллеги, всех приветствую. Большинство я здесь знаю, кто присутствует в зале, кто-то знает меня, Марат Кабанов. На самом деле, я считаю, что хедлайнер сегодняшнего вечера — это все-таки Даша, и я очень прошу вас задавать вопросы, потому что у Даши большая компетенция, она очень много знает, она действительно занимается этим очень плотно. И от себя хочу добавить, что назначение мое состоялось совсем недавно, это случилось в начале ноября, и я только-только начал свою деятельность, поэтому добро пожаловать. У меня на страничке есть информация, которая, возможно, будет вам полезна. Там же вы можете задавать вопросы мне, там же есть мои контакты. Вот, спасибо. Спасибо, Марат. Даша, вам слово. Добрый вечер, всех очень рада видеть. Наверное, я бы хотела начать, на самом деле, с выступления вот оттуда, чтобы не сидя. Есть ли вот микрофончик, с которым можно гулять? Микрофончик, с которым гулять, наверное, нет, но... Или меня все услышат? Конечно, вас все слышат. Когда я отправляюсь туда, вот, чтобы вы смотрели на меня и на вас. Хорошо слышно? Да? Да. Супер. Хотела бы буквально вот этой презентации минут на 10 рассказать о том, что такое веб-журнал, какое место он занимает в холдинге, в котором он состоит, в медиа, ну и какие-то там цифры, статистика, то, что может быть любопытно. Начну, наверное, с того, вот, что такое школа ЖЖ. Она появилась чуть больше, чем полгода назад. Она, можно сказать, с появлением нового руководства в отделе маркетинга, с появлением нового главного редактора, меня, директор маркетинга веб-журнала Олег Бармин, у него олег.жж.рф, такого короткого имени можно легко найти. Марк Иланский, главный редактор, и я вводитель проекта школы ЖЖ, собственно, который создан был для того, чтобы начать какие-то движения в регионах. Сейчас мы увидим статистику, и там будет видно, сколько сейчас занимают регионы, да, сколько процентов пользователей, да, и наше желание этот процент увеличить. Вот, потому что в регионах мы видим очень большой потенциал, и я думаю, что то, что на этом собралось столько очень много человек, это, наверное, самое масштабная, по-моему, после Астрахани точно школа ЖЖ. Вот. И это, в общем, доказательство того, что регионы активные, они хотят быть активными, и мы хотим эти инициативы поддерживать. Веб-журнал входит в структуру медийного холдинга медиа. Помимо ЖЖ, то ЖЖ это такой основной плавности проект, но некоммерческий. Что у нас есть? У нас есть газета.ру, это традиционная интернет-СМИ.
чемпионаты, как спорт, индиго путешествия, агентство, которое занимается, рекламное агентство, которое занимается всеми проектами, чем-то более. Кьюта про автомобили еще буквально недавно открылось, вернее, ушло в свободное плавание сообщество для родителей Летидор, родителей наоборот. Вот. Изначально это было развивалось как сообщество ЖЖ, это самое обыкновенное сообщество, которое вот, именно, скажем, развивалось с целью выйти именно вот как свободный отдельный проект. И еще тоже не так давно появилась ответ планеты, вот такие люди, значит, мантии, шапочка какой-то, это астрологическая история. Вот. Ну, вот и, в общем, все про наш хобби. Следующий слайд. Распределение аудитории по странам. Вообще, ЖЖ уже около 13 лет. Скажу, 5 лет назад он стал принадлежать российской компании, российскому фонду, изначально это американский сервис. Поэтому видно, что США вроде как присутствует, но сейчас Россия таки победила, потому что, в общем, сервис пришелся России по духу, в тему, и сейчас Америка живет, вот чем мы, например, отличаемся от Америки, да? Америка живет как сообществами, у них нет такой популярности, да, вот именно в каких-то отдельных журналах, это все сообщество, про звезд, про кулинарию, про детей, все что угодно. И вот они именно действуют в рамках сообщества. У нас же люди, как это, не знаю, особенность русской души какой-то, да, все хотят быть звездами, или, это громко сказано, да, но во всяком случае быть заметными как личности, это здорово, вот, поэтому у нас больше развиты обычные, свои журналы, а сообщества, чуть менее развитые, хотя тоже есть очень интересные. Также есть у нас офис на Украине, сейчас там произошли небольшие структурные изменения, известный популярный блогер Бигдан стал руководителем по маркетингу на Украине, начались назначения первых послов, они чуть позже. Еще есть, остальные страны, это понятно, это вероятнее всего, что это русскоязычные пользователи, которые пишут оттуда, или некоторые пользователи, кто использует ЖЖ как обычный блог. В Сингапуре дела обстоят совершенно иначе, там тоже есть наш офис. Они не имеют таких блогов, как мы, да, то есть что пишут о себе или о своих компаниях. Это просто интернет-магазины. Они вообще повернуты очень на шмотках и на моде. И поэтому, то есть, используя интерфейс ЖЖ, они продают свои вещи. То есть каждый журнал это какого-то магазина. Дальше. Это к вопросу о том, что ходят слухи, что ЖЖ умирает, все плохо. Это неправда, это статья была запущена пару лет назад в новостями. И ничего общего с правдой она не имеет, потому что рост аудитории ЖЖ выше, чем рост аудитории всего интернета в целом. Данные на май 2012 года, все так же стабильно. Как раз то, что я говорила про Россию, то есть это почти 48%, то, что занимают регионы ЖЖ, мы хотим, чтобы вот этот кусочек торта регионам достался больше, чтобы активность больше проявлялась. Москва, понятное дело, что есть сосредоточена фактически вся основная атмосфера. И прикрупные города. Откуда уходят люди в ЖЖ? 50% прямого трафика, это понятно, что люди знают, куда идут, знают, у них есть любимый журнал, они имеют свой журнал, поэтому заходят сначала к себе и потом дальше уже сердят. Очень важно отметить для себя то, что поисковый трафик уже достаточно имеет большой объем. Несмотря на то, что поисковики любят ЖЖ, ЖЖ очень хорошо индексируется, и у меня есть свои личные истории на этот счет. Как-то после школы ЖЖ в Липецке, одна из первых школ была, даже самая первая, Вредная. Я сижу на
я об этом написала. Информацию я взяла тоже из интернета, покопалась, да, про Липецк, посмотрела, и Википедия, да, которые тоже поисковики очень хорошо любят. Вот. И написала об этом в своем рассказе про Липецк. Вот. И, собственно, человек нашел, да, вот, ну, как бы, у меня был единственный пост про Липецк. Вот. Больше у меня, ну, как бы, в котором была фраза про розу ветров. И вот, что называется, он его нашел, он его прочитал, но потом дальше, что называется, нашел меня, и потом, ну, это чисто случайно, что мы встретились, но тем не менее, вот так вот это может работать. Вот. Очень много посещений ЖЖ, например, во времена, когда были всякие оппозиционные там, да, движения, бунты давал нам Навальный, Ксения Собчак, да, то есть те люди, которые ввели свою деятельность в ЖЖ, взяли, избрали как такую платформу, да, даже выбор, можно сказать, для своей деятельности. Вот. Так что это заметно. Соцсети и другие сайты, ну да, понятно, потому что соцсети это не некая оппозиция ЖЖ, да, потому что это соцсети, да, это для общения в рамках своих друзей, коллег. ЖЖ это платформа, где все больше рассчитано на то, что читатели будут искаться по интересам, а не только там, твои действительно близкие друзья будут читать. Вот, поэтому шарьте. Дальше. Кто все эти люди, которые сидят в ЖЖ? Это основной возраст 25-35 лет, пополам мужчин и женщин, с высшим образованием, с работой и, ну, в общем, разного рода деятельности. Вот, так что вот такая вот хорошая аудитория ЖЖ. Вот, я думаю, что как раз все сидящие здесь олицетворяют вот эти графики. Дальше. Вопрос о том, что ЖЖ зарабатывает на платных аккаунтах, это неправда, их всего 1%, и все остальные это пользуются бесплатными аккаунтами. Чем хорош платный, ну, я думаю, кто-нибудь есть пользователи платных аккаунтов здесь? Нет, никто? Ну, окей, это правда, потому что я понимаю 1%. Это расширенный возможность смотреть расширенную статистику, больше картинок, больше места на диске, ну и все прочее. Я попозже об этом скажу. Так, следующий. Ну вот, собственно, мы дружим со всеми возможными социальными сетями, через которые можно и логиниться, и оставлять комментарии, и, в общем, соответственно, и шарить свои записи, давать ссылки на свои записи во все эти сети, которые есть. Так, кажется, это последний. Там еще, наверное, один должен быть, да? Да, вернемся назад, это потом. Да, все, я возвращаюсь на свое место. Так, ну и здесь уже микрофон. Наверное, вот, я просто заранее знаю, что возможно такой будет вопрос про послов. Немножечко расскажу о том, кто такие послы, почему они были назначены и какова, ну, в чем заключается их деятельность. Буквально тоже вот около полугода назад у нас возникла такая идея, чтобы каким образом можно развивать регионы. У региона должен быть свой лидер, потому что те регионы, в которых, например, губернатор ведет, ну или какой-нибудь политик, или какой-нибудь популярный бизнесмен ведет свой блог, обычно за ним идут. И, ну вот, хотелось, чтобы в каждом регионе был своеобразный лидер. Вот. И поэтому мы придумали идею с послами, стали их назначать. Марата Кабанова уже все знают, все это мы уже представили. Вот. И, собственно, задача быть лидером региона, развивать благосферу и, наверное, в общем, пока все. Так, ну,
наверное, начну. Вообще, вот скажите, пожалуйста, поднимите руки, кто уже является пользователем ЖЖ. Здесь есть вообще те, кто вот, есть? Все, да? Почти. Ну, хорошо. Вот. Это хорошо, потому что расскажу о каких-то новых фишках, которые появились сейчас. Вообще, вот многие годы ЖЖ не изменялся совершенно никак, то есть он как был создан много лет назад, так и работал на тех ресурсах, которые были, но сейчас идут разработки, поскольку сервис достаточно тяжелый, сложный, они не появляются на введение все сразу. Вот. И кое-какие уже фишки были представлены в последнее время. В первую очередь хотела бы сказать про фотохостинг. Кто-нибудь пользовался уже новым фотохостингом? Удобно? Нет? Ну, как бы, в чем его отличие, да, потому что если раньше можно было загружать только по одной картинке, картинка была 640, да, пикселей по отдельной стороне, она открывалась там, в отдельной странице, чтобы посмотреть больше. Сейчас уже, ну, как бы, картинка кликабельна, да, вот это все встречается все реже и реже, потому что, на самом деле, вот Сергей Доля, он популярный блогер, да, он сейчас у нас №1, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Он приучил всех блогеров к большим, вкусным, красивым картинкам. И поэтому, если картинка, фотография шириной во весь журнал, это хорошо, не нужно никуда ходить открывать, это экономит время и делает этот журнал более презентабельным. Вот, поэтому, новый фотохостинг позволяет грузить сразу пакетом фотографии, выбирать, ну вот сразу несколько из папки выбрать, загрузить. Если нужно менять порядок, то там легко мышкой их после того, как они загрузятся, их поперетаскивать и тут же загружать код. То есть сделать там большой фоторепортаж стало гораздо проще. Они вот так ревьюшками располагаются или внизу? Они в самой рамке, вот где именно, когда вы только загрузили, они располагаются превьюшками. Ну, соответственно, слева направо. Да, вот. Но потом, после того, как они, ну, там можно их структурировать в альбом, и после этого вы нажимаете «Отправить», они идут в пост, но они уже идут полноценными кадрами, именно с той шириной, которую вы, там можно задать ширину, да, либо поставить оригинал, либо, если загрузить, допустим, большие картинки, то там буду резать их по удобной. Как нам раньше было вот это находится? Вообще он находится вот... Где это? Я не могла найти. Это все там же находится, то есть форма редактирования. На самом деле, вот я просто знаю, что очень многие пользуются всякими смайликами и прочими клиентами для того, чтобы писать ЖЖ, но вот мне кажется, что сейчас уже вот именно сам ЖЖшный онлайновый редактор, он гораздо удобнее и интереснее становится. И вот как раз именно там находится этот ресурс. В визуальном редакторе, там, где значок «Вставить картинку», там появится, вот если вы на него нажмете, там окажется «Загрузить», да, такое всплывающее окошечко. Вот. Надо загрузить все. Ну, там загрузить, открывается окно, там уже дальше, да, там уже все очень понятно и интуитивно будет. То есть загрузится какое-то количество, выберите какое-то количество фотографий, выстроите их в посте по своему там, ну, по порядку и нажмите «Загрузить». Все они в посте выстроятся именно таким образом. То есть они выстроятся прикручками, они вниз вот так будут? Нет, в посте они будут именно так, вот, чтобы красиво, чтобы одна за другой. Да. Без превьюшек. Нет. Потому что они рядышком. Ну, вы можете. Может, только у меня вопрос, да, может быть, я может быть, правильно извините. Нет, не превьюшками, да. Ну, как бы в зависимости от того, как вы сами решите, насколько у них будет большой размер. Вот, потом появился социальный капитал. Ой, можно попросить тишины? Да. Вот, социальный капитал — это интересно. Это, если раньше рейтинг пользователей выстраивался по посещаемости, по количеству читателей, подписчиков, точнее, да, то есть сейчас, ну, как бы рейтинг по посещаемости остался, но основным позиционируется рейтинг по социальному капиталу. Это своеобразный такой честный срез аудитории каждого блогера.
каким образом он формируется. То есть там осталась та же зависимость от количества подписчиков, но они, скажем, также зависят социальный капитал от их активности. То есть если на меня подписывается какой-нибудь крутой блогер, но после этого ко мне не ходит, хотя бы раз в месяц, то не идет мне баллы в мой социальный капитал. Вот, соответственно, чем активнее будут ваши друзья, тем выше будет эта позиция. Также и ваша активность тоже влияет, как часто вы пишете в свой журнал. Потому что, например, если писать меньше 3 раз в неделю, то именно по этому фронту он будет отставать и не давать дорастать. Да? Буквально недавно поменялись критерии роста социального капитала, расчет. Да, его перерасчитали. Кто-то подрос, кто-то упал там, да. И сами критерии изменились. Теперь, я, насколько знаю, важно даже не активность твоих, скажем, друзей, да, а то, насколько часто ты публикуешь посты. То есть тот, кто тупо постит там по 20 постов в день, у того растет социальный капитал. И он одинаково зависит от твоей собственной активности и от активности друзей. Потому что если там человек будет постить по 10 записей, но никто их не будет читать, никто не будет смотреть, у него не будет расти социальный капитал. То есть здесь такой баланс. На самом деле, сама по себе формула секретная, вот, ее знают там 3 человека в нашем офисе. Да. Раньше рейтинг формировался как раз по популярности, да, посмотрела. Сейчас именно социальный капитал будет являться критерием, да, выхода в топ или что-то. Выход в топ именно записи, если брать, да, запись это по количеству, по просмотрам, да, запись по просмотрам, да, то есть, на рейтинг пользователя в списке пользователей. Да, ну и потом просто еще будут привязываться новые возможности для монетизации, и которые будут зависеть как раз именно от социального капитала. Вот. У нас звезда другая, мне кажется, сегодня. Ну вот, потом появились такие кнопочки, как репост. Если раньше было можно просто перепостить запись, то теперь возможность сделать репост. То есть, допустим, если у вас какая-нибудь классная запись, вы вставляете себе эту кнопочку и там, либо просите, либо кто-то действительно самостоятельно ее расшаривает к себе в журнал. Она попадает в ленту других, в ленту друзей того человека, но при этом комментарии все равно идут в ваш журнал. То есть не то, что, вот, знаете, как раньше, да, перепостил, и комментарии собираются у того человека, кто перепостил. Сейчас нет, сейчас все собирается в одной оригинальной записи. Да. Остались оба этих, обе этих возможности, и репост, и перепост, они мало чем отличаются вот так вот на словах, но технически имеют такие именно отличия. Ну вот еще из интересного, недавно, вы, наверное, видели в журналах, как появилась промо, да, промо такие блоги у популярных блогеров, пока что они только имеют возможность только пользоваться социальным капиталом больше 500 этой возможностью пользоваться. Но, во всяком случае, это, скажем, для других людей это возможность за небольшие, очень небольшие деньги попасть в, увеличить охват себе, охват своей какой-нибудь записи, попасть в, например, в аудиторию кого-нибудь популярных блогеров. Сергея Дори, Артемия Лебедева, кого-то. Так. И еще такая, это не сказать, что новая фишка, но она старая и полезная. Вот у многих френд-лента достаточно обширная, и как ее читать, например, да, вот у меня около 2000 людей, которых я читаю. Я их читаю, естественно, не за раз. Вот. А все они распределены по группам. Сразу, например, я там сделала себе для души 2 группы, отдельно мальчиков, отдельно девочек, но это так под настроение. Ну и, соответственно, рабочие какие-то, те люди, с которыми я видела вживую, там, например, да, то есть каким-то образом так структурирую и так легко искать нужных людей
либо просто читать ленту по настроению и не думать, как же прочитать все эти 2000 сообщений в день, что называется. То есть если их структурировать, то потом он выдает сноски на эти группы, да? Не сноски, там вот, когда открываете ленту друзей, там есть возможность сверху, да, вот в табличке будет флажки верхние, будет, да, фильтр, да, и можно по этому фильтру настроить, да, и читать только тех, кого хочется читать именно в этот момент, или посмотреть те журналы, которые нужно почитать, потому что, вот, кстати, еще забыла добавить про послов. У посла есть возможность ставить записи в Мастрит, это главная страница, блок на главной странице, такой он находится под топом записей, зелененький. Соответственно, это такой новый инструмент, который помогает увеличить охват по какой-либо теме. Мы всегда рады новым темам, и когда послы нам присылают их много, это очень приятно. Вот, мы идеально выбираем ту тему, которая туда пойдет, но достаточно у нас демократичные критерии, поэтому если вы написали пост, который действительно классный, но вам нравится, либо он поднимает какую-то острую проблему, то присылайте эту ссылку Марату, вот, и она дойдет до нас. То есть посол это не конечное лицо, которое определяется уже? Нет. Да. Вот. Действительно, прежде, чтобы пост попал на главную страницу, он должен быть вкусным, красивым, интересным. И вот я бы хотела тоже поговорить о том, каким образом оформлять публикации свои. Там, на самом деле, секреты достаточно простые и понятные, они в какой-то степени относятся и к журналистским приемам, газетам, но, тем не менее, наверное, стоит там взять на заметку несколько таких приемчиков. В первую очередь, это оформление. Вот я бы хотела как раз тот самый слайд последний, который запишите себе или зафотографируйте эти ссылки. Потому что, честно признаться, теми стилями ЖЖ, которые предлагаются, по умолчанию, они достаточно страшные. Вот. И, а все-таки блог это какой-то, тут сравнили, да, что Light Journal это такой дом, который строили чебурашки с Геной, у которых не было друзей, и они, пока достроили этот дом, они подружились. И, естественно, и ходили там друг к другу в гости. И, естественно, в гости наверняка ходили к тому, у кого квартира уютнее, у кого там пахнет пирожками вкуснее. Вот, то же самое и здесь. Чем уютней будет журнал, тем приятнее, да, тем, конечно же, да, он будет привлекательней. Большинство людей визуалы, поэтому то, как все представлено, это будет влиять на выбор, оставаться на этой странице или нет. Yoxel, lightjournal.com, эта девочка, она работает у нас, она занимается версткой и в свободное, что называется, от работы время для души делает дизайны для ЖЖ. И вот первая ссылка lj.yoxel.ru это генератор стилей, где вы сами можете выбрать себе определенный макет и дальше сделать тот фон, который нравится. Сразу хочу сказать, что если в журнале много букв, что называется, да, то лучше всего выбрать просто белый фон, потому что для чтения обычный книжный формат, он привычнее и приятнее. Journal Covers — это сообщество, в котором можно подобрать уже готовый стиль, чтобы, что называется, там, не морочиться. Вот. Там можно уже в сообществе выбрать тот стиль, который нравится. Так, можно переключиться на первый слайд, чтобы нам вещало там Light Journal. Потом, это что касается оформления. Потом на привлекательность самого журнала влияет еще то, насколько структурирована в нем информация. F5, если нажать, то будет вообще на виде экран.
Соответственно, вот в ЖЖ есть теги, метки, и многие, что называется, наивно полагают, что они влияют на индексацию. Это не так, это исключительно инструмент навигации, поэтому не стоит, например, в тегах писать там Ижевск 2012, школа ЖЖ и все прочее. Да, ну, они либо внизу, либо это зависит от стиля журнала, где они стоят, но в общем, можно, вот, что называется, кто начинает, только можно заранее себе подумать о том, каким образом будет структурирована информация, но чтобы этих рубрик не было больше 20. Я где-то так считаю. То есть пускай это будет, допустим, возьму, к примеру, путешествие, кулинария, автомобиль и там личное, дневничок, что-то закрытое, может быть, да. Они должны быть достаточно широкие, то есть, не стоит тежить каждое путешествие именно, например, меткой с названием города, потому что вы, скорее всего, побываете там один раз, поэтому найти будет гораздо проще и удобнее именно по метке путешествия, чем по среди сотен меток с названиями разных городов. Я говорила, да, что они не влияют на индексацию, собственно, чтобы запись попала в поисковики, нужно, соответственно, уделить внимание заголовку и тому, как составлен текст. То есть по правилам силы? Да, оно, в общем-то, употребление. Только, естественно, желательно, конечно, это делать достаточно деликатно, потому что правила SEO это иногда выглядит страшно некрасиво, да. То есть берем ключевые слова, точно так же делаем заголовок с ключевыми словами. Да, делаем заголовок, да, если есть задача именно для того, также чтобы... разбиваем на абзацы, красиво. Да, это про оформление это я отдельно поговорю. Переходим. Еще как раз вопрос о периодичности. Для того, чтобы не страдал социальный капитал, нужно писать не меньше 3 раз в неделю. И, скажем, ходят те журналы, да, в которых уже точно знают, чего ждать. Я сегодня утром поймала себя на мысли, когда ехала в поезде, думаю, я почитаю про Удмуртию, про Ижевск, и у меня открываются, поисковик выдает первую ссылку на какой-то городской портал и вторую ссылку на Википедию. И я прохожу мимо городского портала и иду на Википедию, потому что я знаю, что там информация структурирована уже так, как я ее знаю. Я знаю, куда тыкнуть, чтобы найти. Первое будет гет, информация, справка о населении, о площади. Дальше какая-то историческая, да, будет справка про промышленность, про людей и все прочее. То есть уже привычный сценарий, к которому в этом сценарии чувствуешь себя уютно. Как сделан сайт города? Одному Богу известно, что называется. Все они по-разному. Поэтому как раз и метки, и периодичность может помочь как раз в том, чтобы люди не терялись и, например, знали, что по понедельникам выходят какие-нибудь статьи с фотографиями о том, как прошли выходные. По вторникам вы пишете на ту тему, которую вы, скажем, не знаю, допустим, посвящаете своей работе или там еще чему-то. Тоже, кстати, к вопросу о том, когда писать, немножечко перескочим. Хорошее время, да, для публикации это утренние часы в будние дни с понедельника по четверг, это 8 или 9 часов утра, потому что это как раз люди либо просыпаются за чашечкой кофе, смотрят ленту, либо приходят на работу и пока тоже либо чашечка кофе, либо раскладываются, и немножечко передохнуть после дороги, да, тоже открыть журнал и посмотреть. Это хорошие часы для публикации записей. То есть запись, скажем, ушедшая в журнал в 8 утра и та же запись в 12 соберет абсолютно, получит разные охваты и, соответственно, соберет меньшее количество комментариев, та, которая запущена позже. Потом в пятницу, да, пятница плохой день, да, или
с одной стороны плохой, потому что часть уходит в кабаки, с другой стороны кто-то остается сидеть, досиживать, там, в 4 часа работа кончилась, а шеф говорит сидеть до 6, вот мы сидим до 6, что называется, в интернете. Вот. И хорошее, в общем, время для каких-то расслабляющих публикаций, день сисек еще, как некоторые говорят. Вот. Так что такое время. И выходные дни, не такие уж они, скажем, плохие, народ тоже сидит в интернете, они хороши для больших размышлений, для больших текстовых публикаций, потому что есть время никуда не торопиться, и в 8-10 вечера можно запустить такую запись и в пятницу, в субботу или воскресенье, и быть уверенным, что ее прочтут. Да. Но если можно, коллеги, предлагаем пользоваться микрофонами. Вот, те, у кого есть перед вами, нажимаете кнопку и можете говорить. Хорошо, да? Вот лично мои наблюдения по поводу активности в интернете, как раз наоборот, суббота, воскресенье, это и пятница вечером, это наоборот минимум активности, минимум комментариев. Это... И я вот на самом деле убедилась, что лучше что-то серьезное в субботу не писать. Лучше это делать в будние дни. Нет, серьезное, то, что хочется, это действительно это время буднего дня, но есть там какие-то, что называется, размышлизмы или там... Вот именно размышлизмы. Ну вот, почему бы не в субботу? Ну, может быть, мы что-то разное, понимаю. Просто, может быть, в Ижевске какая-то другая жизнь, но в субботу практически, посещаемость резко падает, и никто не сидит, не читает, а потом это уже как-то все уходит, в ленте это все теряется. Да, естественно, то, что было запущено в пятницу, уже в понедельник навряд ли кто-то прочитает, если только это не какой-нибудь яростный поклонник вашего творчества. Вот. Вот основные дни это будние дни и утро, то есть это такое общее наблюдение, у каждого оно свое, потому что, например, я не делаю публикации в пятницу, потому что я знаю, что вот лично моя аудитория, она не придет, но это, опять же, это какое-то время требуется для того, чтобы это понять и вот именно понаблюдать за своей собственной аудиторией, каким образом, когда она приходит. Вот. На самом деле это еще зависит от того, о чем вы пишете и для кого, потому что если это, допустим, журнал с красивыми картинками, какого-нибудь развлекательного характера, скорее всего, его будут смотреть люди на работе. Если это, не знаю, там, мамский журнал, то, понятно, у мам есть собственный график, по которому они живут, или там, кулинарный, не знаю. То есть, кстати, вот, например, у меня подруга ведет кулинарный журнал, и бывает, что к ней приходят люди, и приходят совершенно какие-то стародавние записи, и, о чем это говорит? Во-первых, о том, что кто-то ищет какой-то рецепт, и он хорошо проиндексировался, и, во-вторых, что ЖЖ — это классная площадка для хранения информации, а информация оттуда никуда не денется, никуда не исчезнет, и будет жить, в общем, долгое время, до тех пор, пока вы сами не решите, что ей там не место, скажем, либо по каким-то причинам не продолжаете службу. На самом деле, вот недавно обратился человек, говорит, я хочу в ЖЖ разместить книгу, у меня PDF. Я говорю, а есть ли текст? Он говорит, да, есть текст, но я думаю, что картинка лучше. Я говорю, как же лучше картинка, когда... И я его просила главами, если есть, писать эту книгу, каждую публикацию. То он начал, он не хотел сделать эту книгу популярной. Его задача просто, чтобы ее могли найти и могли прочитать. То есть это такая своеобразная Википедия, которую можно сделать собственными руками. Вот по поводу аудитории вопрос у меня такой. Есть какие-то там инструменты, чтобы наращивать аудиторию? Чисто ЖЖшные? Наращивать они скорее... Через сообщество заходить или как? Да. Тоже, где брать друзей, да? Да. Вопрос такой. Во-первых, как это делать в сетях, допустим, я знаю, там по-другому это все происходит. Вот в ЖЖ, наверное, есть какая-то специфика. В ЖЖ, то есть если, например, я знаю, что наверняка здесь найдется поклонник здесь стендалон-блогов, да, понятное дело, что на раскрутку стендалон-блога нужно применять отдельно стоящий блог на отдельном домене. Например, там Вася Бубкин.ру.
Соответственно, там нужно применять и SEO-шные инструменты, если нужно платить денег для того, чтобы этот блог попал в поисковики и хорошо там светился. В ЖЖ это все-таки больше время затратный, то есть, да, это время, и, ну, скажем, не все сразу и быстро происходит, то есть, ну, могу поделиться там собственным опытом о том, как у меня происходило. Вообще аудитория откуда появлялась. На данный момент у меня 4700, это тех подписчиков, но просто статистика еще, по статистике я вижу, что в день до 10 до 15 тысяч человек приходит, особенно в день, когда появляется какая-то запись, то есть я понимаю, что есть люди, которые не являются пользователями ЖЖ, но тем не менее смотрят, либо просто не логинятся, либо вот как моя мама, например, я знаю, что она читает и следит, вот, но при этом в ЖЖ не зарегистрировано и комментит мне на телефон. Каким образом, да, у меня получилось набрать эту аудиторию? В далеком 2007 году мне приятельница подкинула диск с очень веселой песней. Вот если кто-то заходил ко мне в профиль, у меня там висит видеозапись. Это была песня Петра Налича «Гитара». Вот, и я тогда не знала ни кто такой Петр Налич, и просто как бы легко было выучить эти слова и спеть эту песню за рулем. Тогда это было там, ну, что сказать, миллионы просмотров, все счастливы. Ну вот, и когда я пришла в ЖЖ уже писать свое имя, все сказали: это же ты, Даша, та самая, да-да-да, и вот таким образом пришло 500-600 человек первый. Вот. Я вдохновилась этим стартом, вот, и уже стала думать о том, каким образом, потому что, ну, как бы, мне было некуда девать свои собственные фотографии, проявлять свою наблюдательность, а мне хотелось это делать, и хотелось кому-то это показывать, кроме там близких людей, чтобы не в стол. Вот, и я стала искать релевантное мне сообщество, в которое я могла бы публиковаться. Это сообщество, ну, путешествия, либо какие-то городские, да, после того, как я куда-то съезжу, я публиковала и в городское сообщество, и в какое-то общее сообщество. Потом я делала очень много заметок о Москве. И, ну, как бы о Москве тоже есть несколько толковых сообществ. И вот сейчас такое, скажем, одно из моих любимых сообществ, оно появилось не так давно, но очень быстро, ну, его создательница Анна не верила, что получится настолько круто. Сообщество «Один мой день», оно сейчас в рейтинге у нас, в рейтинге сообществ первое, это хороший старт для того, чтобы заявить о себе. То есть суть в чем? Рассказать о том, как проживается день одного человека, рассказать о себе, рассказать о своей деятельности. Какой пост там может быть интересный? Ну, например, у меня после там первый пост принес мне около 50 друзей, второй около 30 и третий около 70. То есть вот, ну, таких показателей можно добиться, если сделать супер интересную публикацию. Вот. А как ее сделать? Ну, можно посмотреть, вдохновиться какими-то хорошими примерами в самом журнале. Из моих наблюдений очень хорошо идут мужские дни и профессиональные дни. То есть, когда человек чуть-чуть открывает какую-то тайну, да, своей работы. И даже, можно сказать, чем более обычный и искренний получится пост, обычный день, в смысле, да, то есть, ну, такой, не то чтобы там каникулы на Багамах, это, мне кажется, ужасно скучно, вот, а гораздо интереснее прочитать то, как живет обычный человек, вот, и такие публикации собирают, и можно, кстати, добавить какую-то спорную часть, то есть, ну, я не знаю, там, ну, какой-то противоречивый факт о себе обязательно по этому поводу поговорят, ну, если вы готовы, вот. Ну вот, и красиво, с красивыми фотографиями оформить, и можно вот такой вот старт для себя. Да. Можно мне еще один вопрос, который меня очень мучает? Вот там кнопка материалы для взрослых.
кто решает? Это я решаю, для взрослых это у меня материал или нет? То есть это моя ответственность. Если я публикую, ну, допустим, я должна заявить, что это материал для взрослых сама. Да. Но А где граница? Вот что уже является материалом для взрослых? наверное, это где-то прописано, но понятное дело, что... Где это взять? Где это взять? Вот хороший вопрос. Потому что я собираюсь это публиковать, я как бы не могу решиться, потому что есть вот эта ответственность, да, есть определенная ответственность, Да. и кто ее несет. То есть ее несу я как публикатор. Честно говоря, я обратила внимание, потому что у меня тоже были такие материалы для взрослых, которые я не помечала. Но когда я заходила в свой журнал, не залогинившись, он мне давал предупреждение о том, что согласиться, что мне есть больше 18 лет, поэтому он каким-то образом... Ну, это для индексации же так понятно, чтобы это не попадало в детские при индексации руки, это понятно, чтобы в журнале дети не видели. Ну, то есть вот кто отвечает? А если я опубликую, посчитаю, что это не для взрослых, а кто-то посчитает, что оно для взрослых, вот это может мне какая-то ответственность прилететь или что? Нет, навряд ли. Или нафиг все, что подозрительно для взрослых, все Нет, закрывать? оно все... Грудь голая, все закрывать сразу. Не, вот за это... Вот кто это решает вот, на самом деле? Не, ну вопрос серьезный, ребят. Ну, сейчас, У наверное... меня стоит творчество из-за этого. Да. Ну, не надо бояться, на самом деле, достаточно вспомнить посты Тёмы Лебедева про там, лучшие сиськи месяца, и, ну, как бы журнал живет, и все окей. Вот. А он это закрывал? Вот хороший вопрос, я знаю, вот не знаю, оставит она или нет, потому что я захожу всегда залогиненная. И, ну, на самом деле, вот я говорю, что вот я по своим, я просто узнаю поконкретнее этот вопрос, просто никогда с ним не сталкивалась. Да, вы потом напишите, я обязательно постараюсь ответить на него. Вот, но... И замучаю вопрос. Да, но когда я сама такие публикации делала и не оставила, они, видимо, у меня, ну, где-то заметили. То есть все-таки что-то там вот надо выяснить. Да. Ну, посмотрим, да, классный вопрос. Ну вот, и мы ушли немножечко в темы, ну ладно, все в рамках. И немножечко про точки входа или о том, как формировать свою запись. Ну вот первая точка входа, заголовок, это 90% успеха, как говорится. Хороший заголовок, он ну, как бы зацепит человека в ленте, потому что либо человек, если просматривает, а большинство просматривает записи в своей ленте друзей, должен зацепить. Поэтому вот, стоит потратить какое-то время на сочинение остроумного заголовка, если действительно, ну, это важно для того, чтобы, ну, чтобы эту публикацию заметили. Вот, потом вторая точка входа — это картинка. Сейчас то, что я говорила, да, то, что ЖЖ, он привык к большим картинкам, и, ну, вообще это факт, что большинство людей визуалы, ну, вот, и картинка для привлечения внимания, пускай это будет либо коллаж из всех фотографий, которые потом будут в публикации, либо одна из лучших фотографий, не обязательно первая по смыслу, да, пускай она будет просто как общая иллюстрация всего того, о чем будет говориться, либо, ну, понятное дело, что не все фотографируют, не все делают свои фотографии, и можно найти просто... Но если большая картинка, то надо готовиться к платному аккаунту, я так понимаю. Потому что там же есть ограничения. Я вот специально их уменьшаю, потому что там есть ограничения по количеству этих гигабайт. Да. Ну, это понятное дело, что я их уменьшаю, потому что в любом случае, если картинка нагружена в интернет в оригинале, она будет просто долго открываться. Пускай вы поставили ограничение там, по ширине, допустим, 800 или 900, да, но она вся большая, она будет вот так вот на медленном интернете долго загружаться. Поэтому, ну, как бы изначально подрезать картинку под интернетовый размер, это, ну, как бы бонтон. Вот. Что еще? Точка входа картинка. Да, картинка, да. Картинку из интернета, если тырим либо у кого-нибудь, желательно подписывать, особенно, что если взять картинку из журнала другого человека, то, ну, как бы и подписать, то, скорее всего, все обычно топовые блогеры, они занимаются поиском своего имени в ЖЖ, и, ну, таким образом, может, и заметят, если о чем-то интересном с этой иллюстрацией написано. Потом это небольшой такой
кусочек текста, который бы, ну, такой тизер своеобразный, или хук, как угодно. То есть крючочек, который бы вцепил глазами, ну, как бы, тех людей, которые бы уже, ну, как бы поймались на ваш крутой заголовок и вкусную картинку. Вот. И здесь им нужно дать понять, о чем будет эта публикация в двух словах. То есть если, ну, зрители в журналах обычно там тут сверху маленький такой бриф жирным текстом выделяется, да, можно не использовать это выделение, почему бы и нет, просто на самом деле с форматированием лучше сильно не перебарщивать. Вот, с текстом, я имею в виду, с оформлением. Вот. И вот такая точка входа. Ну и, соответственно, если пишется большой текст, то желательно по 4-5 строчек разбивать по абзацам. Это значительно улучшает восприятие, чем ну, читать какую-нибудь длинную котлету. Лучше это будут такие небольшие отрывки, вот, и, которые легко и по диагонали прочитаются и даже не будут восприниматься как большим таким толзом. Вот. Еще очень важно подкат, если запись длинная, да, ее, ну, как бы это правило хорошего тона вставить все в подкат, но и как раз возможность еще создать еще одну точку входа, потому что у подката можно написать читать дальше, вернее оставить дефолтное, да, по умолчанию, которое стоит, а можно придумать какой-то второй заголовок, который бы тоже соблазнил читателя пройти именно туда. И в таком случае, то есть в статистике считается, что человек, когда он прошел подкаст, соответственно, он уже прошел вашу запись. Хотя сейчас, если кто заметил, кат открывается без загрузки новой страницы, а на новой странице. То есть, вот. С одной стороны, удобно. Так. Как у нас время? Окей? Времени достаточно, мы не торопимся. Тем более, что мы знаем, люди, которые сейчас скрываются и не выявляют себя, готовят самые дерзкие и острые вопросы. Да, супер. И даже один из них вот не будем показывать. Да, давайте вопросы. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Мы знаем, что вы готовили их, ожидая мероприятий. Ну, пока вопросы есть. Пожалуйста, конечно. Вот я так и не поняла, что насчет фотографий. Есть инструмент, что в ЖЖ, чтобы я как в Фейсбуке разместила их вот рядом превьюшками и открывала потом? Или нету все-таки этого инструмента? Нет, я не смогла его найти, я всю школу вашу проштудировала. Это альбомы, но именно как где хранить фотографии. Не хранить, а чтобы они показывались? Нет, показываться они будут в каждой публикации именно друг за другом вниз. А чем вам не нравится? Наоборот, оно сразу видно все в большом формате. Люди, которые привыкли к сетям, и там эти альбомы превьюшками открываются. Вот, альбомы там не то, чтобы превьюшками открываются, там видно маленькие там картиночки, открываешь, как бы, да? Вот. Но с другой стороны, чтобы показать вообще сам фотопост, мне кажется, это вот общая картина, общее настроение создает именно как раз вот такое вот, ну, либо последовательное описание, либо вот такое. Ну да, получается только подкат убирать это все, чтобы оно так разумеется не висело. Да. То есть одну фотографию оставляем, все остальные, пускай их там две, то вторая идет подкат, но просто подписывайтесь, сколько там. Получается, если я хочу в одной фотографии показать весь альбом, я должна сделать коллаж. Да, можно сделать коллаж. Вот, кстати, для коллажа рекомендую программу. Вот есть инструмент какой-то? Есть инструмент, он не ЖЖшный, он вообще бесплатный и гугловский, Picasso 3 называется, в которую, да, загружаются все фотографии, и можно сделать коллаж одним движением руки. Ну, либо вот еще онлайновый пиксель. Ну, да, так и пишется, пикселер. В этой части стола появился вопрос, пожалуйста. Тут ЖЖ постоянно предлагает новую форму просмотра записи. Она мне, новая форма не нравится, я от нее постоянно отказываюсь. Ну, бог с ним, пока можно отказываться. Можно ли будет потом отказываться с ним, переведут ли нас в приказном порядке на новую форму? Переведут. На самом деле, ну, как бы, всем не нравится новое, очень, ну, как бы, мы привыкли к одному интерфейсу, да, и когда что-то появляется новое, то становится страшно и непривычно, но ничего, ремни пристегивать научились в 2000 году, по отдельным полосам мы перестали ездить в 2011, так что, ну, как бы, это вот, если сравнивать, да, автомобильное движение, да, ну, вот, то
Форма записи новая мало чем отличается от старой. Наоборот, мне кажется, что стало удобнее она тем, что если старая запись это маленькое окошко, но когда ты пишешь большой пост, надо прокручивать одно окошко внутри другого, то сейчас все видно сразу. Простите, а в чем дискомфорт? Ошибка с терминами не новая форма записи, а новая форма фронтленда. Фронтленды? Да. Новая форма записи мне нравится, от новой формы фронтленда активно нет. Ну потому что она не в вашем стиле. Нет, на самом деле тогда в вашем стиле останется просмотр. То есть, я смотрю ленту в собственном стиле, в том стиле, в котором у меня идет журнал. Мне не нравится тот факт, что, скажем так, нет сбоку этого списка тех постов, которые вообще, в принципе, были бы оформлены на моей странице. То есть, это я говорю, что это просто вы просматриваете в своем стиле ленту, да. Вот, нет, тут эта возможность останется. Останется да. На самом деле, новый стиль это техническая страница ЖЖ, которая она же есть, эту страницу все могли уже видеть, кто подключил новую систему комментариев, в которой можно легко вставить картинку, то есть если сейчас в комментариях нужно знать какие-то основы HTML, чтобы вставить картинку, да, какие скобочки поставить, какой там... С картинкой нет проблем, с видео проблема. Вот видео вставить в комментарии я не смогла. Хотя целый час делала, может быть, проблема в том, что нужно в самом, например, если берете записи из YouTube, то там есть возможность... я знаю эту возможность, она не сработала. Там параметры такие есть, поставить, взять старый код записи. Да, старый код записи, не сработал. Это мне нужно переключиться. Друзья, вот Сергей, прошу прощения. У Сергея есть вопрос. Сереж, пожалуйста, если можно, к микрофону, чтобы зрители видеотрансляции тоже его услышали. Да, к микрофону, в любом месте есть микрофон. Вы можете больше сказать, куда Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему ЖЖ, СУП вообще практически не уделяет внимания разработкам и усовершенствованию мобильных версий? Вот мобильные версии, честно, в них противно работать. Могу согласиться насчет... почему, когда вот гаджеты... Они практически все одинаковые, то есть я этим пользовался, и андроидом, то есть, неудобно, то есть функционал там минимальный. Но на самом деле всему свое время, только начались разработки вообще данного функционала, в том числе вот появились новые комментарии, новые записи. Кстати, новая фронтлента, еще там появится такая возможность в ней просматривать, как находить себе новых интересных людей. В общем, про мобильные версии придется и им время, сервис достаточно большой и сложный, поэтому не делается очень много вот так вот по щелчку пальцев. И очень, все новые фишки, они сначала тестируются, потом еще раз тестируются, и потом только выходят, исправляются баги. То есть, это процесс, в котором заняты одни и те же фактически программисты. Да? Сначала они закончат с одним, потом начнут другое. А по поводу ленты, еще появилось такое сообщество Friends Times называется. Это возможность, Friends Times, так оно и называется, человек, который на него подписывается, имеет доступ по определенной ссылке к ленте друзей-друзей. Вернее, не друзей-друзей, там появляются записи, в которых ваши друзья оставили комментарии. Пока комментарии, да, то есть, в дальнейшем эти, спектр этих возможностей будет расширяться, но пока те записи, в которых отметились те люди, которых вы читаете, они будут появляться там, то есть это, что называется, если хочется свежей крови, новых друзей, то можно туда сходить и посмотреть. Friends Times. Это я записала. Что это? Где-то подписаться? Это сообщество. Да?
Даже скажите, а как бы вы вообще охарактеризовали аудиторию ЖЖ? Насколько она сильно изменилась по сравнению с началом нулевых годов? И чем отличается на современном этапе от аудитории Фейсбука, других популярных блог-платформ? Чем? Насчет аудитории нулевых годов мне самой судить я могу только по рассказам, потому что я пришла уже в 2009 году. Вот. Но как раньше, это, ну, как бы, как я могу сказать, это старички сейчас очень сетуют на то, что, мне кажется, мы слишком стали, новые ЖЖ-пользователи слишком активные, мне кажется. Вот. Но как бы, вот, как я вижу нового пользователя ЖЖ, это активный человек с активной, ну, возможно, там, жизненной позицией, которому, ну, скажем, не безразличны многие вещи, и он имеет время, имеет желание об этом писать. Вот. Каждый человек, кто-то какую тему себе выбирает, в общем-то, за такую тему и радеет. Вот. А чем отличается от Фейсбука? Ну, как бы сам инструмент, он формирует пользователя, да, то есть, ну, там же все одни и те же, да. Есть расхожее мнение, что, скажем, аудитория ВКонтакте более молодежная и школьная, да, аудитория Фейсбука более интеллектуальная и более взрослая. А какое место занимает в отношении этих блоговых платформ или социальных сетей аудитория ЖЖ? Ну, просто, да, вот я уже говорила, что ЖЖ это блоговая платформа, а не социальная сеть, потому что, ну, социальная сеть рассчитана на то, что в ней сидят уже, как правило, ты имеешь контакт уже со знакомыми людьми, которые либо твои коллеги, либо твои друзья. Вот. Все-таки ЖЖ, он несколько иначе устроен и заточен на то, чтобы, ну, как бы, к тебе приходили люди, не обязательно тебе знакомы, но просто интересующиеся тем, что ты пишешь. По аудитории, ну, как я уже говорила в презентации, до 25-35 лет это основной, как бы, костяк аудитории. Вот. Так что это взрослые, образованные, работающие люди. Тем не менее, получается, аудитория значительно помолодела, да, если мы будем сравнивать, ну, тоже с начала нулевых, что просто есть. Да. Ну, и с начала нулевых, да, они все уже на 10 лет постарели. Ну, вот. Еще мы знаем, вот, когда мы готовились к мероприятию, мы собирали разные вопросы, и людей интересовал самый разный спектр вопросов. От того, являются ли аккаунты проститутка Кэт или Харден Буш проектами, мистификацией или живыми людьми, до того, чем привлекательный живой журнал и почему не стоит уходить на стендалон. Вот, наверное, о том, являются ли те или иные аккаунты мистификацией или это живые люди, будут обращаться к вам, вы не скажете? Ну, в какой-то степени да, потому что, ну, вот на одном из наших мероприятий рынка года была проститутка Кэт, но, честно... Желаем? Ну, вроде как да, но я представляла себе, ну, как бы я никогда ее не читала, но представляла себе вообще более романтический образ женщины такой профессии, вот, а она пришла в бандане на лице и ела и пила через бандан. В общем, как-то это все было очень нелепо и неловко, вот. Поэтому мне кажется, что это не она. Ну так, я не знаю. Мистификация. Да, это мистификация. У Алексея вопрос. Дарья, здравствуйте. Существует мнение, что аудитория ЖЖ, Live Journal, в последнее время, ну, какой-то уже срок теряет популярность. Ну, то есть люди уходят в Твиттер, на какие-то альтернативные платформы. Есть ли у вас данные о том, как развивается аудитория? Может быть, вы готовы поделиться информацией по Ижевску, по Удмуртии? То есть насколько у нас блогосфера развита, либо все-таки в упадке, как мне в том числе кажется. То есть люди ушли в Твиттер. Ну, у вас есть человек, который, ну, например, вот... Почему люди ушли в Твиттер? У вас есть такое, ну, как бы соображение на этот счет? Ну вот я уже лет, не знаю, может быть, лет 7 сижу в интернете, анализирую примерно по своим подписчикам. То есть люди стали менее активно комментировать, меньше подписчиков стало в ЖЖ. Людям гораздо проще в 140 символов вписаться, своевременно высказаться. То есть вот мысль появилась, тут же ее высказал в Твиттер, все. То есть вечером у человека уже не хватает сил. Да, но проблема в том, что мысль, высказанная в Твиттер, живет 2 минуты, потому что потом она теряется в ленте других мыслей, и, как правило, ее, во-первых, не найти, а во-вторых, ну, как бы,
ну, не знаю, вот какова цена этой мысли, да? Но ведь вечером уже про нее не хочется писать, то есть можно 2-3 поста это все раскрыть. Нет, ну, хорошо, если есть такие заметки, вот я, например, пользуюсь всем. Нет, я тоже пользуюсь всем, но вот мне кажется, что аудитория ушла. Если у вас цифры? Ну, наверное, ушли те, кому это показалось, ну, как бы не по силам, условно говоря. И как показывала вот, майская статистика, да, если взять вот, то, что я показывала на слайде, аудитория ЖЖ растет больше, чем даже аудитория Твиттера или аудитория всего интернета в целом. Мне все-таки кажется, популярность ЖЖ падает, и вот появление послов во всех российских регионах, это, видимо, один из шагов как-то аудиторию вернуть. Это не шаг аудитории вернуть, а именно шаг стать ближе к своей аудитории. Вот. И, ну, как бы, опять же, такие встречи, это вот мы с вами с глаз на глаз беседуем, вот, рассказываем, вот, я не знаю, кто-то развиртуализируется здесь, да, потому что, не знаю, я понимаю, что там некоторые друг другу знакомы, а некоторые видят друг друга в первый раз. То есть цифры по популярности блогосферы, в частности, в Удмуртии у вас нет? В Удмуртии нет. Ну вот, на самом деле, нельзя сказать, что удмуртская блогосфера настолько упадочная, иначе бы вот здесь не собралось бы такое количество людей, как мне кажется. А вот вопрос об удмуртской блогосфере. Вы что-нибудь до этого вообще о блогерах в Удмуртии слышали? Ну, у меня есть подруга, да, отсюда, которая меня каким-то образом нашла, и мы с ней подружились. Сегодня я была у нее в гостях в старом домике, да, на улице Бородина. На самом деле это все зависит от активности посла или вот... Да, его заслуга, абсолютно точно. Вот скажите, пожалуйста, продолжая техническую линию, скажем так, вот ЖЖ в последнее время нередко показывает козью морду. Бывает такое дело. Бывает, да, и... Козел Фрэнк имеется в виду. Да, то, что там сервер перегружен, там не может отвечать и так далее. Вроде как тот же самый ВК тем страдает этим гораздо реже. Вот вообще от чего это зависит? DDoS-атаки идут или еще что-то? DDoS-атаки идут постоянно, только очень многие, вернее, почти большинство никто не замечает. А самые сильные, это как раз тоже относится действительно к технической стороне, потому что чем мощнее сервера, тем не страшнее DDoS-атаки. Вот. И сервера у нас стоят в Америке. Тут, кстати, про сервера интересная история. В Казахстане, если вы знаете, ЖЖ заблокирован, и из-за этого и Киргизия страдает соседняя. Ну, по той причине, что про Назарбаева там или про его родственников написали какие-то нелицеприятные факты и решили заблокировать не конкретный журнал, а весь ЖЖ сразу. Вот. И одним из условий переговоров было: давайте поставим сервера в нашей пустыне, на что мы как бы улыбались. Ну вот, сервера стоят в Америке, вся информация, несмотря на то, что компания принадлежит, ну, ЖЖ принадлежит российской компании, вся информация защищается законом американским. Ну, вот. Ну, а что касается DDoS-атак, ну, важный такой вот сервис ЖЖ, где, ну, бывают, появляются противоречивые какие-то вещи, и ну, что-то против этого идет, ну, такими способами. Вот. Но как бы большинство DDoS-атак, они незаметны для пользователя, хотя они идут постоянно. Но самые мощные немножечко подвешивают. Вот, не знаю, в последнее время я ну, как бы, поскольку каждый день ЖЖ, да, вот, тоже встречал, но они достаточно быстро, ну, как бы, быстро приходят в себя. Нет, не всегда, не знаю. Однажды так долго не приходили, на выборах. что я пошла и купила себе другой клиент. Стендалон. Теперь не знаю, что это. YouTube, когда тоже был такой пример, заблокировали. Ну да. Из-за одного там двух постов, что-то потом, правда, отменили, так что тут живой журнал на самом деле не является уникальным. Все бывают такие ситуации. Ну да, тут даже вот сегодня ехала в машине, слышала новости, мы все в России ругаем. Во Франции, по-моему, разрушили строители Джамшута, какие-то местные французские, замок 18 века. Так что, ну вот, всякое бывает. Еще технический вопрос. Можно? Вот ЖЖ блокирует замечательно всякие JavaScript, то есть сторонние какие-то счетчики, очень хитрые, вставку какого-то левого видео, кроме партнера. Вообще будут какие-нибудь хорошие изменения? Ну, например, свой сервис какой-то. Ну,
Вот честно не могу сказать. То есть видео можно, по идее, вставить, по-моему, YouTube, Vimeo, да, и там YouTube и прочее. Ну, то есть, например, когда вставляется код, который использует JavaScript, ЖЖ его успешно блокирует, и ничего не сделать. А я вот хочу поставить какое-нибудь там, ну, что-то анимированное, красивое. Что-то анимированное, именно просто вставить видео в пост? Да. А что вам мешает выложить на другой сервис? Именно только на этом? Ну, вот так вот. Задачка такая хитрая. Ну, да, я просто на самом деле столкнулся с такой проблемой технической недавно. То есть, ну, скажем так, это счетчик самописный. Вот. Его вставить обычным способом, стандартно, там, использовать JavaScript невозможно. Пришлось иными путями, это можно. Не все поддерживается, очевидно. Ну, давайте, если этот вопрос действительно важен, давайте его оставим на... Потом я узнаю просто в офисе у технических специалистов. Окей. Так, а еще тогда вопрос. Все же, почему ЖЖ не стендалон волнует? То есть я предпочитаю стендалон блок. Вот. ЖЖ у меня просто для репоста. То есть не случится ли такая ситуация, что человек ведет ЖЖ-блог, и в какой-то прекрасный момент изменяется политика, говорят, что весь контент принадлежит сегодня нам, то есть ЖЖ это говорит. Ну вот сегодня, точнее, буквально так недавно ВКонтакте там пустили очередную фигню под названием там, «Защитите свой контент», потому что там, ВКонтакте хочет его забрать себе. То есть перевели на самом деле от Фейсбука. Вот. Такой спамчик небольшой. Вот не может случиться нечто подобное, то есть, конечно, тут должно измениться российское законодательство. Ну, вообще, да. Не знаю, там, вулкан какой-нибудь. Но, опять же, никто не мешает, то есть, использовать фотографии пользователей ЖЖ. То есть, если там не стоят копирайты, доказать, что фотография принадлежит пользователю, достаточно сложно, то есть, что это его. На самом деле, по поводу вот, фотографий существует тоже законодательство, и специальная компания, ну, вот, которая занимается фотографами, они как-то, как рассказывал блогер оттенки серого Сергей Мухамедов, он больше 1,5 миллиона выиграл на делах с фотографиями, которые появлялись. Да, но при этом как бы... Ну, это уже хобби такое. Ну, это да, я даже уже сказала бы принцип даже, да. Ну, вот. Ну, а вот насчет того, почему не стендалон, ну, мне на самом деле тоже, когда я начинала вести блог, у меня был уже зарегистрирован домен, который я на всякий случай каждый год продлеваю. Ну, как бы, зачем, пока я его использую, тоже не знаю. Но как бы как блог я его вести точно никогда не буду. А почему выбрала так? Потому что уже есть аудитория, уже есть 15 миллионов пользователей, которые там есть. И я поняла, что мне с ними законтачиться будет гораздо проще, чем искать людей на отдельную площадку. Ну, по идее, если контент хороший, интересный, то люди должны приходить на отдельную площадку. То есть формировать фактически свою площадку для общения. Ну, с другой стороны, опять же, здесь возникает технический вопрос. В ЖЖ уже есть все инструменты для того, чтобы вставить запись. И достаточно широкие инструменты, которых, ну, как бы, понятное дело, что WordPress, может быть, там, ну, как бы то же самое, но вот я, когда начала с ним разбираться, я так и плюнула. Вот, ну, как бы, это не всем доступно технически, да, вот, но вот в ЖЖ просто. Относительно, ну, как бы, вот, там, не знаю, ну, как, конечно, может быть, чуть сложнее, чем в Фейсбуке, но не настолько, чтобы терять от этого голову. Поэтому, ну, как бы, вот основные, скажем, основные плюсы ЖЖ относительно стендалона — это расширенные возможности, да, которые предоставляет сервис бесплатно, и имеющаяся уже аудитория. Но при этом он достаточно, по идее, много режет. Он достаточно много блокирует. Ну, обрезает функционал. То есть пользователь ограничен, в принципе, в своих правах. На своем блоге я могу делать все, что угодно в пределах законодательства страны. А на ЖЖ получается там, ну, опять же, те же вставки какого-то кода, там, реклама всякая крутится и так далее. Да. Нет, кстати, вот есть отдельные такие, ну, как бы, стили, в которых есть возможность в боковую колонку вставить ту же рекламу. Ну, да, есть. Туда и код можно вставлять, опять же, ограничен. Еще тогда такой вопрос по ограничению пользователей. Я просто не в курсе. По-моему, этого нет. Они появятся. Такая вот ерунда, как появилась в Фейсбуке и в Твиттере. Это оплаченные посты, которые вклиниваются в
в личный блог, Запись, да? да, и как реклама. То есть не в записи, а именно появляется пост, он маркируется как рекламный, вот, и находится, допустим, всегда в топе ЖЖ. Ну вот насчет топа, топ сам по себе, вот тот, который вот, классический топ, он формируется исключительно по количеству просмотров и комментариев, да, но вот именно просмотров в первые часы с его публикации. Но в том же топе можно увидеть уже две строчки. Не топ общий, а топ именно, точнее не топ, а главная страница журнала самого. Вот в нем. То есть человек, своего журнала? Да, своего. То есть я веду журнал, у меня там пара, допустим, новых постов, и тут раз появляется первым, оказывается, какой-то проплаченный пост. А у вас такое было, что ли? Нет, я спрашивал, а не появится ли такое? То есть в Фейсбуке это появилось, об этом никогда не говорили, а потом так раз, давайте будем делать вот такие вот вещи, что там прицепленный какой-то проплаченный пост. В Твиттере У вас такое есть не в вашем журнале, а вот в вашей френд-ленте могут появиться такие публикации, которые кто-то перепостил, да? То есть, ну, как бы вы понимаете, что вы не подписаны на этого человека, но вот, да, вот, это я понимаю. Его, да, кто-то репостнул, и вот таким образом, ну, как бы, это тоже была волна возмущения по этому поводу, но, опять же, быстро появилась кнопочка схлопывать все репосты, и просто вы там при желании... немножко другое. Опять же, Да, вот, я понимаю, именно, что что не может ли измениться политика, это опять же в защиту стендалон блока, не изменится ли политика ЖЖ в такую сторону? Если она изменится в такую сторону, то вы можете сделать наверняка, ну как бы нет. Заседание я могу сделать. Нет, не заседание, а именно сделать так, чтобы, допустим, в вашем журнале этого не появлялось. Ну, к примеру, да. Это я с Магорой сейчас говорю. То есть таких разговоров пока нет. Нет. Замечательно. Пока все. Коллеги, еще вопросы? Есть у меня вопрос. Слушай, вот фотографию? Нет, это я поняла. По поводу индексации. То есть та же ситуация, как со всеми сайтами. Вот опубликовали, через какое-то время приходит машина, проиндексировала, как-то это вышло куда-то, да, по релевантности. Если через какое-то время я вдруг захотела эту статью отредактировать, добавить что-то, то индексация начинается по новой, когда придет машина. Правильно я понимаю? Ну, как на сайтах это происходит. Ну, наверное, да. Нет, скорее, может быть, уже новая публикация будет заново. То есть уже как бы, если я добавила материал, она заново будет индексироваться, найдется машина. Ну, новая публикация, да. Нет, отредактированная старая. Отредактированная старая? Там же добавится контент. Ну, насчет этого меня это очень сильно интересует, давайте потом тогда выясним. Давайте, да, это тоже. И второй момент, тоже связанный с индексациями. Вот если, допустим, мне захотелось откуда-то, с какого-то ресурса взять кусок, как цитату, да, и у себя опубликовать. По идее, для машины важна уникальность. И я как бы должна сделать рерайт, я так понимаю. Ну, вы просто укажете ссылку на историю. Или я должна активную ссылку, и тогда машина меня как бы нормально воспримет и не забанит за это. Эту публикацию. Ну, я не думаю, что она и так забанит. Вот. Не, ну просто я знаю, что на сайтах, если материал не уникальный, то не индексируется по SEO. Вот здесь меня интересует, как бы, если я ее беру как цитату, вот каким образом это делается? Здесь, мне кажется, такого не будет, именно как то, что все, потому что, как бы, что называется, репутация самого ЖЖ, она достаточно велика, чтобы, как бы, не резать там ваш блог один единственный. Вот. Меня волнует именно релевантность поисковикам этой публикации, где у меня будет цитата полностью взятая откуда и не уникальная, естественно. Она точно так же, как проиндексировалась моя цитата, о которой я рассказывала про липость, потому что я взяла из Википедии кусок статьи, естественно, я его не переписывала. Вот. Ссылка активная была на Википедии, да? Да, просто я пишу обычно, осторожно, Википедия, да, там, условно говоря. Либо не пишу, потому что это ясно, что называется. Ну, вот этот момент. Вот. То есть, если мы берем какую-то цитату и ее то есть она не уникальная 100%, получается у нас, нас поисковики не забанят за это, именно эту публикацию. Но я для этого должна сделать, как бы, из уважения активную ссылку. Ну да, просто из прошлого тона. Это просто правило. Не для поисковиков это делается. Потому что, как бы, часто там для каких-то публикаций, именно берутся ссылки из энциклопедии. А есть какие-то сроки, когда машина приходит? Какие-нибудь цифры есть? Когда она приходит индексировать? Или как бы нету этого? Я просто не знаю на самом деле. А кто-нибудь знает? Ну, вообще, как бы, достаточно там, как правило, около 3 дней, мне кажется, может быть, а может быстрее. Потому что... То есть проверять самой? Или можно у кого-то уточнить? Я проверяю, да, что насчет этого не скажу. Спасибо. Друзья, еще вопросы?
Предлагаю пользоваться возможностью, пока Даша сегодня еще здесь с нами. Не, у меня есть вопрос. Да, пожалуйста, все. Технически? Нет, не технически, мне просто интересно. А вот как происходит борьба, например, с троллями? Вот по приколу. Ну это Как бороться с троллями? Это лично каждого борьба. Вот у меня, есть... на это абсолютно такое четкое мнение есть, что если человек, который вас унижает, беспокоит, нельзя таких людей держать рядом с собой ни в обычной жизни, ни в интернетовой жизни. Поэтому, блокировать. То есть только самолично. Да. ЖЖ никак не принимает в этом участие. Нет. ЖЖ блокируют только если это приходит активно сыпят ссылками в комментариях, либо там занимается какой-то порнографической пропагандой, там, да, это ЖЖ вырезает и блокирует. Материалы для взрослых, да? Там обычно так и было, экстремистские материалы, порнографического характера, все прочее. Вот. Либо просто, пришли какие-то люди в комментариях поставить миллион ссылок. Вот. Ты уже, пришло уведомление на почту, ты уже приходишь, а у тебя уже комментарии выпили, но пользователь забанен. То есть пользователи блокируются только в рамках законодательства, личную неприязнь, естественно, здесь не нужен полицейский, чтобы разобраться в этой ситуации, потому что вы сами понимаете, что человек, например, досаждает или, вредит вашим друзьям. Понятное дело, что если, друзья не будут ходить в тот журнал, в котором какой-то левый вообще человек оскорбляет человека, да, поэтому, мне кажется, что надо очень сильно любить и себя, и свою аудиторию, и ограждать от таких троллей. Что касается взаимоотношений с троллями, то буквально недавно... Есть добрые тролли, прекрасные, с ними тоже можно их по-тихому потроллить, мне кажется, это даже прикольно. В сообществе школы ЖЖ, если я правильно помню, видел публикации, блестящие относительно классификации троллей, и способы взаимодействия с ними. Так что, пожалуйста, милости просим сообщество школы ЖЖ, почитайте, есть несколько постов, потому что по один. То есть троллям полезно почитать. А насколько, кстати, ЖЖ вообще сам отслеживает уникальность контента? То есть, если пользователь просто постоянно делает, даже не репосты, а именно копирование контента, зачастую без ссылок. На самом деле, как правило, это находят другие люди. И могут не найти. В большинстве случаев находят, потому что на самом деле мне еще коллеги сказали, что некоторые знают еще про другой сервис, к которому я имею отношение. Руда, кто-нибудь слышал, наверное, да? Там, например, все спрашивают, а как же быть с теми, кто продает на получился этот удар, да, и продает на стороннем сайте. Почти в 100% случаев находятся эти ссылки, эти люди и прочее. То же самое и здесь, да. То есть, понятное дело, что человек, который занимается только перепостами, даже без просто берет материал, да, то навряд ли его будет читать, потому что, когда стилит контент у популярных людей, это становится очень очевидно. Популярных, просто человеку нечего написать, он начинает вычитывать, потом копирует, даже может не у пользователей ЖЖ, а какие-то другие источники, и занимается, по сути, из 2 мест скопировал, это уже там диплом, из 3 это кандидат. Например, да, хороший пример копипастных журналов, да, это и Big Dan, Техномат, да, то есть, это развлекательный журнал, но здесь люди обращают внимание не столько на сам контент, сколько, на человека, который этот контент для них отобрал, да, то есть, понятное дело, что это 100% копипаста, но отобранный этим человеком, в рамках его каких-то интересов, да, значит, будем говорить, что это качественно отобранный контент. То в таком случае это оправданно, это видно, что эти журналы просто популярные, и здесь бесспорно. То есть, получается... Здесь влияет уже, такая харизма с того человека, который все это делает, который даже копипастит, но старается выбирать самое лучшее. То есть, по идее, плагиат особо не влияет на рейтинг, на внутреннее замечание. Получается, да. Кстати, вопрос о репостах. Мне лень читать о взаимосвязи социального капитала и репостах, но тем не менее хотелось бы от вас узнать. Я знаю, что есть какой-то способ монетизации, связанный с социальным капиталом и репостом. Можете рассказать? Да. Это я уже говорила о том, что между первой и второй
перерывчик небольшой, да, там стоит такая вот плашка во многих популярных журналах для тех, у кого социальный капитал больше 500, можно поставить было себе такую при определенном стиле, там все такое. Вот, то есть это, значит, в этом журнале можно на аукционной основе разместить ссылку на свою запись, точно так же, как это делается на промо на главной странице. Вот, и здесь жетонами вы расплачиваетесь в пользу вот как раз того журнала. Не поняла. Ну вот, например, журнал не знаю, вот у Олега Бармина, директора по маркетингу ЖЖ, у него, вот, кстати, можно зайти будет, да? Да, как коллегу, просто чтобы показать, о чем я говорю. Да? Между первым и вторым постом там будет такая, плашечка, в которой он сам, либо кто-то, у меня нет этой штуки, я пока не готова. Куда идти? Коллегу, Олег. Коллегу. Олег Фридом. Есть у вас? В поиске, наверное. Не, просто вот, в этом в строке вместо какого-то белонга, да, можно поставить. Вот, ну да, либо здесь просто Олег Фридом в одно слово. Вот. И, соответственно, когда кто-то публикует в этом рекламном блоке свою ссылку на свою запись, то он платит в тот журнал, в который он публикует. То есть это актуально именно для тех, у кого более 500 СК, да? Пока да. Вот. Но и там просто на самом деле слишком ищут достаточно невысокие ставки, и вот таким образом можно попасть в аудиторию, там, то есть, например, с каким-нибудь, не знаю, своим постом, которые подходят, могут быть интересны аудитории конкретного пользователя. Понятное дело, что, например, аудитории, там, может быть, Олега по путешествию не очень будет, да, интересно читать, но вот вы с этим постом можете прийти клик делать. Вот. То есть способ монетизации актуален для более 500. Пока да, потому что пока сейчас это находится, вот сюда, пока находится в тесте. Вот. И тоже оплатить за перепосты, это в том случае тоже, когда, если появилась запись, если нужно так, чтобы она как бы разошлась как горячие пирожки, можно поставить, платить за перепосты, вы публикуете ее, и те люди, которые перепощивают, у них будет, соответственно, относительно их социального капитала с вас будет списываться то количество жетонов, которое относительно этого социального капитала. Ниже, да. Посты продавал. Купи. Вот еще чуть-чуть купить. Вот видите, желтенькое, да, вот между первой публикацией и второй, вот какое-то командообразование в Китае, да, вот, то есть кто-то опубликовал эту ссылку за 800 жетонов. Вот, видите, buy for 800 tokens. Вот, то есть 800 жетонов можно поставить свою ссылку туда. Коллеги, еще вопросы? Да. Кстати, знаю это. Пожалуйста. Раз уже шла речь про жетоны, я как новичок в ЖЖ хочу спросить, а вот вообще, ладно, жетоны можно купить. Заплатить там за них Яндекс деньги или там кредитные карты. Вот. А обратно нет, слишком много просится. Скоро будет, да. Сейчас пока это делается неформально, условно говоря, да. Вот, но в ближайшее время будет возможность выводить их либо на свою банковскую карту, вот, либо на те же Яндекс деньги. То есть, возможно, просто сейчас пока только начинается их их движение внутри ЖЖ. Они не так давно появились. Если раньше на них можно было купить, там, допустим, только подарочки, вот, а сейчас появились способы монетизации и возможность покупать записи, вернее, платная промо на главной странице. Вот, зайди, пожалуйста, Алексей, на главную страницу. В самом верху, там, вот там вот. Нет, здесь нет, но залогиниться. Livejournal.com, короче говоря. Вот сейчас начинается такое ускоренное, более масштабное движение этих жетонов, поэтому обязательно в скором времени будет их вывод. Потому что будет возможность потребность, возможность их зарабатывать, и появится, естественно, наверное, потребность их тратить каким-то образом вне ЖЖ. Но пока только они вот именно внутри крутятся.
ожидаем появления ЖЖ-банка, да? По аналогии с остальными. Ну, кстати, вот, например, Яндекс деньги. Ну вот, видите, да, в промо самая верхняя желтенькая это аукционная промо, то есть можно вот сейчас прийти и согнать оттуда крис-потупчик за секунду, если предложить сумму на 100 жетонов больше, чем она. Вот, а синенькая это календарная промо, то есть вы гарантированно за определенные деньги, там в районе 6,5 тысяч, получается, висите 2 часа. Вот, а Мастрит, давайте покажем всем Мастрит, он внизу находится под записью, если там что-то сейчас поставили. Надеюсь, что да. Вот в Мастрит это ставим мы, и вот в этот зелененький блочок вы сможете... Один жетон здесь, 10 жетонов, $1, как-то так, кажется. Да. Вот, а, кстати, обратите внимание на главную страницу, вот, чтобы просто, ну, как бы, о чем я сейчас говорила, где искать интересные сообщества, да, вот сообщество, вот, популярные сообщества находятся вот справа, да, эта колонка, здесь тоже работает промо, но вот, честно признаться, лучше всего промо работает именно в промо-записи, потому что уже понятно, о чем читать, да, о чем будет запись, да, вот, ну, как бы, промо людей и сообществ, ну, реже тогда кликают. Вот, один в один, то самое сообщество, оно вот сейчас номер 1, вот, всем интересно посмотреть на то, как живут люди, да, можно посмотреть, и вот, несколько примеров публикаций. Ну да, вот кто-то мальчика какого-то повесил. Ну вот на самом деле вот так вот посмотришь, вот было бы прикольно зайти к человеку, который первую картинку выставил своего сына. Вот лично мне нет. Мне кажется, что это очень скучно должно быть. Ну вот. Ну как бы поэтому вот важность здесь видно первой фотографии. Вот какой она должна быть, чтобы вот о вас она сказала. Ну это уже вся запись уже. Да, вся запись. Один мой день, так называется, можно найти на заглавной странице LiveJournal. Он, да, первый. Ну не будем тупить в него долго. Еще вопросы? Не устали? Да, вот могу рассказать одну историю, например, которая недавно произошла с Олегом Барминым. Как-то он летел в командировку, вот, не помню, он летел в Иркутск, но как-то хитро через Красноярск, потому что летели очень маленьким самолетиком, которому требовалась заправка каждые там 100 метров. Вот. И, значит, прилетели в Красноярск, небольшая техническая пауза, вышли в аэропорт, и с ним летел еще вот один человек, Вадим Ширяев, который вот как раз недавно у нас был конгресс, может быть, кто-то видел, да, что многие, почти все послы были там. Вот, вот они там вместе летели, и Вадим, он не блогер, и вот он зашел в туалет этого аэропорта и увидел, что там вообще адский непорядок. Вот, и он подумал, ну вот сейчас надо сфоткать. Сейчас же вот Олег тоже туда пойдет, вот он 100% сфоткает, потому что Олег блогер. Вот, и, ну, естественно, Олег все это зафотал. Все это безобразие. Пока они летели до Иркутска, он сочинил пост в Иркутске, он его, он его, пока готовился самолет, он его сделал, отправил, и самолет слетел, то есть выключили компьютер. Когда прилетели в Иркутск, он уже там видит там сотни комментариев, и в итоге чем закончилось? Спустя пару дней пресс-секретарь этого аэропорта присылает ну, как бы такой алаверды, что называется, отчет о том, что с извинениями, о том, что сейчас проходят там ремонтные работы на крыше. Вот, поэтому наши бессовестные рабочие в своих грязных тапках ходят в этот туалет, и все, ну, вообще во всем аэропорту непорядок. И вот они, вот фотографии, вот мы привели в порядок, все везде чисто, все везде по полочкам. Вот, и вот этот отчет, собственно, он тоже опубликовал. Вот такая вот, мне кажется, прекрасная история о том, каким образом ну, как бы, блоги могут менять не только жизнь, чтобы но и вообще действительность. Практически превращается, ну, то есть мы
свидетелей неких появления зачатков гражданской журналистики фактически. Ну, в том числе, да. Но это еще зависит от того, вот, например, у того же Олега возникла проблема с уральскими авиалиниями, да, у которых там как-то тоже не лады какие-то были, но у них никто не мониторит блоги. Но если мониторит, то как-то очень слабенько. Да? Вот, например, известно, что все телекоммуникационные компании, если вдруг где-то происходит упоминание, что там кто-то плохо работает, то там Билайн говно, например, кто-то пишет. Ну, вот приходит человек кто занимается блогами в Билайне, да, и блог-атташе, скажем, вот, и решает эту проблему. И приятно, что к тебе пришел именно сам и решил эту проблему. То есть, это молодцы, кто так делает. И Ростелеком тоже так делает. Да? Мы тоже молодцы. Да. Билайн точно мониторит, а вот Сбербанк нет. Мониторит? Да, Почта России, да. Вот Почта России, кстати, работает немножко. Они отвечают нормально, не ботами. Ну, не, понятное дело, не ботами, но вот ЕМС, например, тут поставили эксперимент, можно ли отправить букет почты, и вот если зайти ко мне в блог, зайди, да, то можно посмотреть, что пришло. Экспресс-доставка ЕМС. Я как бы знала, что они давно забили на критику, но... Пришло. Да, но решила попробовать написать и подождать отклика. Отклик ни от Почты России, ни от кого я не получила, там просто они что-то неправильно ссылку. Точку надо поставить. Не, там между LJ и .ru нет точки. Вот, если поставить будет. Вот. И, заказали доставку со среды на четверг. В четверг никто не приехал, то есть это должна быть доставка от двери до двери. В пятницу тоже никто не приехал, в выходные все отдыхали, ниже, там, до моего печального выражения лица. Еще не... Вот это вот. Да, пришел вот такой вот плоский, гнилой компост вместо букета. И вот ЕМС не пришел, за что ему, в общем, большой позор. Вот. А хотелось бы, чтобы вот все компании были, готовы к критике и к решению этой критики, потому что, принесенные извинения, это, плюс репутации даже после такого косяка. Негатив — это хорошо, как говорят. Это есть возможность пообщаться, вступить в прямую коммуникацию с человеком. Ну да, потому что обычно в интернете пишут, как правило, именно о своем негативном опыте. Пишут открыто, не стесняясь выражения. Yes. Честно, чего не хотят. Друзья, еще вопросы, пожалуйста. Если наши вопросы... Давайте, может, кто-нибудь расскажет о своих каких-то прикольных историях, произошедших с ними в блогах. Да, вот как раз было предложение у Аллы, и Алла сейчас его озвучит. По поводу виртуализации. Нет, мне было, знаете, очень интересно, чтобы каждый назвал свой ник. Люди сидят, мне такое подозрение, что я с ними знакома. Или же это оставить на... Да, давайте, кстати, сделаем так. Вот, если можно попросить блокнотик пустить, каждый вот запишет свой ник. Хочется, вы знаете, сверить ник и лицо. И лицо. Да, кстати, очень важно, например, тоже что называется, сейчас идет тенденция к тому, что люди открывают свои имена, то есть если раньше все сидели за непонятными никами и там юзерпиками с кошечками, да, то сейчас все идет там... Кстати, по поводу приватности, да. Замечательная вещь. Я давно мечтаю о том, что у нас в стране, вообще в мире появится такая вещь, как это, регистрация пользователя в социальных сетях с предъявлением документов. Да, это прекрасно, мне кажется. Потому что, на самом деле, по-моему, мир к этому катится. Мир к этому катится, и я считаю, что это очень позитивная тенденция, потому что, все говорят, что вот люди сидят в интернете, и только там, и никакой развиртуализации. А мне кажется, мне кажется, сейчас уже все выходят, да, ЖЖ готов. Да, уже это есть, потому что, да, то есть если даже вот за каким-то нелепым ником, который я вскоре поменяю, как только будет возможность, я обязательно переименую собственное имя. Нет, не переименование, вообще ходят такие разговоры о том, что добавить при регистрации пользователя, допустим, скан паспорта, как это есть при покупке, допустим, доменов. Пока это, такая практика. Вообще разговор. Ходят такие? Нет, у нас не ходят, но я думаю, что вообще просто мировая практика к этому придет через какое-то время. Вот. Опять же, это безопасность какая-то, чтобы можно было вычислить этих
хулиганов и Можно будет найти тролля и посмотреть в его честные глаза. Не, ну вот именно что касается вообще, ну как бы такого доверия в интернете, то на него хорошо сказывается, если человек открывает свое имя и на юзерпике видно его лицо настоящее. Это здорово. И чем реже меняется юзерпик, тем люди к вам больше привыкают. И вот, например, если вы отмечаете в комментариях у какого-нибудь человека, ну причем пишете какие-то интересные комментарии, не просто там смайлик или там прикольно. Ну, обязательно кто-нибудь из читателей других обратит на это внимание, привыкнет к тому, что вы когда ходите, вы интересно пишете, а почему вы вот знакомитесь с таким человеком. Это вот, ну, как бы такая фишечка, ну, очень нравится. Ну что, инициатива... Нет, по поводу истории я могу рассказать очень коротко, что у меня были определенные проблемы с мегафоном. Я пытался выйти на них через саппорт по телефону, через электронную почту, вопрос не решался. Как только я опубликовал пост, прошло буквально полдня, мне в личку постучались люди, которые дали телефон напрямую сотрудника. Вопрос решился наилучшим способом. Как раз таки один из плюсов публичности именно LiveJournal, что он хорошо индексируется и соответствующий бот очень быстро находит. Но у них тогда, у них специальная машина стоит, которая ищет по всем вообще, по всем упоминаниям. Вот, это один из тех способов, как можно, в принципе, альтернативный способ решить вопрос, но он оказался очень эффективным. Ну да. А Почта России тоже входит, да? Почта России тоже очень молниеносно отреагировала. Я их похвалила там, они, наверное, не пришли сказать мне спасибо. Отреагировали. Более того, у меня была проблема на моем почтовом отделении, то есть они из Москвы или как они связались, вплоть до того, что в моем почтовом отделении наняли новых сотрудников. Чуть нет ремонт яда, то есть наняли сотрудников, которых они не могли год уже. То есть мне почта приходила с задержкой неделю минимум. Теперь вся корреспонденция день в день. Ну, то есть если ну, хоть такой способ работы, это уже хорошо. Да, да, это как раз один из таких примеров, который сейчас активно развивается, именно в коммуникации бизнесов и пользователей. Кстати, через ЖЖ и ну, в других соцсетях тоже, но в ЖЖ это прям очень активные картины. Еще вопросы, пожалуйста. Да, давайте. Друзья, есть вопросы? У вас там нет микрофонов, но наверняка есть вопросы. Всем алло, Оля. Банлист нас, да? Я говорю, у нас банлист? Нет? Нет, у нас пришло... Здесь эхо, я вот... Он стесняется. Сергей, до меня доходил только гей, да. Мне слышно совсем другое сейчас. Вот так и рождаются, да? У нас пришло 5 десятков блогеров, а вопросы задают только 10% по моим подсчетам, может быть, присоединитесь. Ну, вы видели, да, что... А что идею не поддержали, да, вот назвать у кого как на автопате ставим, кто да, захочет. Слишком время тратить на это жалко. А вот сейчас вот везде в мире приходит Китай, так? Рано или поздно он начнет приходить, то есть и с какими-то социальными сетями, да? Со своими китайскими? А чего бы нет-то? Они же там умные, мудрые, да? У них есть открытая сеть. У них интернет очень интересно. почти весь в Китае, непонятно. То есть вот, вы готовы как-то к этому? Ну, потому что вот что если они рекламируют китайские машины, да, эти у себя в блоге? Ну, это вот просто китайцы, да, пришли к себе, я видела, молодцы, знали, кому прийти. А вы готовы как-то, чтобы удержать своих пользователей у себя? Потому что они придут резво, дерзко. Сейчас, может, прощупывают пока. Что придется? Теги на китайском писать можно, наверное. Я думаю, что да, если к нам придет аудитория из Китая, это нам будет только лучше, потому что их много. Если сюда придет китайская официальная Вот, честно говоря, мне кажется, что это вот то же самое, что разговор о конце света. Ну, как бы предпосылок пока никаких на горизонте нет, поэтому... Есть свет, говорят, отключают. У нас здесь есть представитель энергетической компании, он может нам рассказать, предвидится ли конец света. Пусть лучше напишет в ЖЖ. Он, наверное, уже писал. Или в Твиттер. А кто? Михаил Кротиков, если я правильно помню. Конца света не будет. В принципе, на это можно ставить, если не точно, то многоточие. Да?
Да, автоматии, всем дружить. Давайте придумаем какой-нибудь блокнотик, чтобы каждый написал о том, вернее, свое настоящее имя и свой, А как мы узнаем, кто именно это написал? А потом, мне кажется, У нас, в принципе, у Марата уже есть определенный список блогеров с фотографиями. Да, друзья, кто не видел этот список, я прошу добавиться туда. Там написано, как это сделать. Все очень просто. Несколько слов о себе, фотографии. Вот. Для чего это делается? Есть идея, чтобы, первое, вы как-то задружили друг с другом, и второе, есть идея, чтобы рассказать о вас, допустим, большей части ЖЖ России уже непосредственно. Но вот пока очень слабо, может быть, не слышали об этом, не знали, я поэтому прошу активироваться. Еще тоже добавлю, что очень важно рассказывать о себе, очень важно помнить свои достижения и их, что называется, записывать. И вот очень многие люди обратили внимание, что делают верхнюю публикацию, в которой рассказывают о том, как там меня зовут, чем я занимаюсь, да, свою фотографию показывают. И тот человек, который пришел впервые в ваш журнал, чтобы он понимал, не только о чем этот журнал, но и о том, кто его пишет. И вот здесь, опять же, и уровень доверия повышается к этому пользователю, и просто больше вероятность, что с вами задружатся. Вот. Так что, у кого еще нет такой публикации верхней, я рекомендую ее сделать и вспомнить все свои самые лучшие заслуги. Где ее сделать, я послушала. Я ни разу не видела эту кнопку. Это обычная запись, она делается как обычная запись, только внизу там есть всегда сверху, висит всегда сверху, да, там ставите эту галочку, и он у вас, то есть не надо ставить уже какую-то запредельную там дату, да, которая там далека от конца света, да, вот. Но просто и эта запись будет всегда висеть сверху. Я бы еще предложила сказать пару слов о нашем женском сообществе, которое недавно возникло в ЖЖ, и хотела бы пригласить всех туда. ЖЖ и ЖЖ, так называемый. Вот один из сидящих здесь блогеров недавно его основал, и пока что там небольшое количество подписчиков, но тем не менее, мне кажется, было бы интересно нам всем, если бы была бы какая-то одна площадка, где бы собирались блогеры и Ижевска, не обязательно блогеры, можно и просто пользователи. И можно было бы рассказать какую-то актуальную информацию, делиться, размещать там посты, дублировать свои о Ижевске на разные тематики. Да, вот на самом деле просто вот о городских сообществах очень хорошо это заговорили. Очень многие сообщества скатываются в то, что это появляется какая-то доска объявлений, там сдать, снять, доставка пиццы и прочее, да. У вас, скажем, это такая возможность рассказать о своем крае всем остальным, и это заблуждение то, что это никому будет не интересно, кроме вас самих. Это неправда. На самом деле, из Москвы все это гораздо это очень интересно читать обо всем этом. И если там будут появляться какие-нибудь краеведческие заметки, не знаю, какие-нибудь публикации о том, как доехать в Ижевск и что посмотреть, чтобы не остаться разочарованным или наоборот, свадебное путешествие, например, какое-нибудь. Я не знаю, это все, что в голову может прийти. То есть это должна быть такая площадка, которая бы рассказывала о привлекательности города, о привлекательности всего региона. Сейчас Алексей наберет адрес на экране. А я не знаю, не помню. И ЖЖ, да? У кого в личке есть пока конечно, мы сейчас с вами поднимемся и продолжим то, что начали. Поедать. Кстати, вот еще тоже, по-моему, я сказала, это стоит там, появились кириллические домены, многие вообще изначально к ним относились не очень круто, например, иметь какой-нибудь просто домен, имя .рф,
Вот. Но в ЖЖ чем хорошо, потому что вот у меня, например, ник Хопа Пилон, кто его запомнит, да, или как бы как ассоциирует со мной, или каким образом потом его можно будет найти. Если это сделал кириллический домен darya.gg.rf, это легко запоминается, легко диктовать по телефону, если вдруг человеку нужно продиктовать, да, свой журнал, чтобы там не диктовать там S как доллар, там V галочкой, да, все, как бы это гораздо делает проще такую вот коммуникацию. Вот. В магазине ЖЖ можно купить себе кириллический домен, и причем не один. Если позволите, еще маленький анонс. Перед тем, как мы с вами перейдем к еще более приятным, чем простые разговоры, процедурам, да, вот к угощению и подаркам, которые есть от компании Ростелеком, проанонсирую завтрашнюю радиопрограмму «Телеком. Все связи и телекоммуникации», которая традиционно каждый четверг в 18:00 выходит в эфире радио «Моя Удмуртия». Вот завтра нам будет посвящена конкретно проекту школы ЖЖ. И мы поговорим на тему о том, чему же научились ижевские блогеры. Позовем ижевских блогеров в эфир и спросим, в том числе в этом радиоэфире примет участие Даша, и Марат любезно согласился прийти на радио. Так что 18 часов, радио «Моя Удмуртия». Так, а сейчас мне Алла скинула название. Да, я вижу. Сейчас я наберу название ижевского сообщества. Да. Пока что там посол ЖЖ в Удмуртии размещает посты различных блогеров на тему Ижевска. Вот. Было бы гораздо интереснее, если бы сами блогеры писали, дублировали свои посты про Ижевск. Как интересно, куда мы переходим. Якобы по ссылке Ижевского сообщества. Нет, достаточно сложный адрес. Удиви еще больше. Чего же там для взрослых прикольно? Я думаю, что записи этого сообщества открыты. Мне кажется, это не то. Это то. Это да. А мы только еще сделали. Только по-английски. Куда зайти? Ну, просто вид предоставьте. На самом деле, внешний вид сообщества и его содержимое будет зависеть от нас. Ну, вот видите, уже большая конкретная текста пошла. Вот кто сидит ее почитать? Вот буквально вот здесь 4 абзаца как минимум должно быть. Есть еще проблема набрать этот адрес. На самом деле сложно. Да, проблема. Сделайте русский. Это уже вопрос к создателям. Мы поработаем с организацией. Ну что, мы проанонсировали название ижевского сообщества уже в журнале. Да, переходим к подаркам. У нас есть небольшие подарки для вас, дорогие друзья. Вот, давайте же еще обязательно сделаем общую фотографию. Это важно, да. Лук. Общий лук. Тогда я предлагаю, наверное, там в конце стола перед экраном побольше места. Я предлагаю переходить туда, а мы будем дарить вам подарки и сделаем общий лук. Спасибо всем, кто наблюдал нас в интернете. Надеюсь, что вы провели это время с пользой и узнали для себя что-то интересное. Сейчас выступать не будет. Да, пожалуйста, проходите. А кто будет? Сергей, который показывает, он уже останется, я ньюс сниму с ним. Это на основе прошло. Я уже рассылку Теле2 ОМТС съел. А ты сейчас еще раз. Что долго еще не стоять? Любишь с вами любви растяжки.
Друзья, прошу, занимайте, пожалуйста, И вы тоже там Ольга такая высокая, красивая. А вы скоро планируете, да, потом пришлете? Можно за приятный Могу еще на что-нибудь убирать. А вы там большой А все поместились, да? Все помещаются, да? Нет, конечно, справа не хочет, то и... Ну как не хочешь, нет, как помещается? Как-то не стоит. Давайте тоже. Там всегда дорого. У кого еще нет пакет в руке? Кто не получил? И ей дайте для меня. Для меня. И мне тоже нет. Я думаю, что есть. Нет, конечно. Я никуда не пишу. Дорогие друзья, есть предложение подняться на 5-й этаж и Не знаю, кто там. Ну, и объем, и потом этим оценкой сохранится. А побольше привозить, интересно. Мы готовы. Мы готовы.
но я надеюсь. Так. Алексей, не то чтобы я настраиваю, но пакетик надо. Я так люблю пакетик. Благодарю. Ты же не пустой? Почему-то да? Я. Ну, понятно. Да, теперь его тоже лично семья. Я другим представлял. Еще хорошо. Нет. Боился. На самом деле, просто Тебе подарки? Да, я тебя хотел. У тебя есть двухарка. А что это за штука у тебя? Ты скажи. Сейчас-то что, все на запасе? Я предлагаю подняться на 5-й этаж. Да если там есть, Такая- не посмотрел, что. Так а все вниз идут или что? Я что-то не понимаю. Я предлагаю пойти наверх. Кто вниз, тот вниз. А они-то знают, что... наверх? Конечно. Нет, они-то знают, что ты предлагал наверх? Я всем сказал. Шикарно. Ну, шикарно. В смысле, катастрофа. Если вдруг, то есть я не поняла, чего ты хочешь. Сергей? Алексей, что? Ну, ждем наших коллег. Можете тоже хорошо видеть. Подожди, на рынок идти торговать. Здесь не покупай, там не покупай, бери у меня, да? Ты проводишь на 5-й этаж? Найти дорогу. А он как бы тоже покажет. Хороший лук у тебя сегодня, Сережа. Я оценила. А вы? Да. Нет, сейчас у меня вопрос есть один, а потом послушай. Там будет много народу, я уж здесь, если можно. Я тоже Закрыть помещение хотя бы. Конечно, я поэтому говорю. Посмотрите 5-й этаж, что там потянуть. Там много закоулков. Я готов. На самом деле, я считаю, что вот посмотрите, первый шаг. Это была поэзия. Я бы отдал. Я запомнил тебя как. Все, Кирилл, закончено. Я слышал.